Привет! Сегодня пельмени собственного приготовления уже попробовала. Сейчас расскажу вам свою историю, куда я пропала. Хотя еще люди, естественно, пока ко мне, наверное, не привыкли. Но я стараюсь часто выпускать видео. В общем, меня положили в больницу. Неделю я лежала в больнице с диагнозом аллергия. Это очень опасная болезнь. Так что вообще надо очень серьезно относиться к этому. Началось это с того, что мне вырвали зуб мудрости. Он еще я к нему давно хожу, это мой стоматолог личный. И с уколами у нас проблем нет. То есть он мне вырвал, нормально, я ушла. Он мне прописал какие-то лекарства, чтобы не там всяких воспалений или гноений, ничего не было. Нужно было неделю пропить. Я пошла, сразу купила. Я пошла еще сразу дальше на ламинирование ресниц, на такси. И там обнаружила, что я забыла эти лекарства на такси. Звоню этому мужику, говорю: блин, я забыла у вас лекарства. Он сказал: я сейчас привезу домой к вам. А я думаю, может, мне вселенная сказала: не пей. Не принимайте эти таблетки. Он мне привез. Потом я этот вечер выпила. Вам огурчиков не видно, там огурчик, у меня здесь сметанка. И, в общем, я выпила, потом утром просыпаюсь, у меня опух большой палец ноги. Ну, как раз сейчас очень много комаров, всяких этих. А я грешила на них. Потому что обычно у меня такая реакция бывает. Часто такая реакция. Я вообще чувствительный человек. А я думаю, ладно, типа, там что-то укусила, наверное. А это у меня чешется. Ладно, ну сильно прям не это. Может быть, потому что я не знала. Сильно не переживала, короче. И следующий день, уже был понедельник, я пошла на работу. И утром хочу надеть себе босоножки, они мне не влезают. У меня нога просто опухла, и пошли точки. Но я не пойму. Дальше думаю, из-за укуса это типа. Потом иду на работу, а вдруг замечаю на всех своих складках на теле красные пятна. Это вот здесь вот, под мышки, уже руки вот здесь покраснели. Я не пойму. Вообще, короче, не понимаю,
Иду, ну, у нас здесь, опять же таки, повторюсь, что я живу в поселке. А здесь у нас нет приемного покоя. Я пошла в скорую, где они сидят. Они мне поставили укол супрастина и отправили домой, типа, полежи дома. Потому что хочется спать от супрастина. А пришла, отлежалась, а лучше мне не становилось. Меня покрывало красными пятнами. На следующий день я пошла к терапевту, здесь тоже, и она говорит, прописала таблетки, уколы. Это надо было мне самой купить. И вечером родители сказали, мы купим тебе, привезем. Я говорю, хорошо. Они купили. Привезли, и меня мама, когда увидела, она очень сильно испугалась. Она говорит, ты что, ты оттекла? Поедешь с нами завтра в город к терапевту. Я говорю, хорошо. Поехала с ними домой. И на следующее утро мне еще хуже. Я иду, она мне те же уколы прописывает, что здесь терапевт. И, короче, я пошла, первый укол взяла свой. Прихожу, все, я не могла встать. У меня начался какой-то зуд. До этого не было этого. Уши горели, лицо уже. Я чувствую, что на лице уже есть пятна. Они горят, все горит. Как будто у меня ангина образовывается, такое чувство было. И я поняла, что значит и во рту появляются. На руках, на ногах, на животе, на груди, везде. Краснющие. Я не могла встать в этот вечер. Потом на следующее утро иду я на второй укол. Тиосульфат и аллергопресс от аллергии. И вот это на процедурной мне женщина говорит, ты что? Я утром пошла, у меня губы были как надутые, реально, не это. Ну, как будто укол, ботоксом как будто накачан. Как будто прям надутые были. Она испугалась. Еще у меня отечность. Она говорит, иди к врачу еще раз. Типа, я ставить не буду. Я говорю, хорошо, пошла. Она испугалась. Позвала заведующую. Говорит, посмотрите на нее. И они думают, что это корь у меня. Подозрение на корь. Они вызвали машину свою скорую в этой поликлинике. И отправили меня в инфекционку. Пошла я в инфекционку. Там я боялась подцепить вообще другое, что-то еще. Сидела. И осмотрели меня, короче, там врач-инфекционист. Смотрите, еще я только что сметанку, когда покупала в магазине на витрине, всегда у них лежат такие эти, ну, не очень аппетитно, но я почему-то захотела. И там какая-то сосиска розовая, и сейчас я заметила.
Ну так, норм. И врач-инфекционист, ее медсестра, вторая врач. Позвали заведующую. Вчетвером меня смотрели со всех сторон. Я как статуя там стояла. У меня зуд еще сильный. И типа говорят, корь, корь, не знаю, не корь. А если корь, у меня, кажется, должна была быть температура. У меня температуры не было. И вот еще корь начинает с головы. Пятна. А у меня с пальцев ноги. Это все я точно им рассказала. И они меня отправили в аллергологию. Там прям рядом здание. Я почему потею? Пошла в аллергологию. Меня сам аллерголог не посмотрел. И просто по телефону им сказали, типа, да, положите, пусть она поднимется в отделение, там потом посмотрю. Меня оформляли 3 года. Я еще сижу и боюсь, у меня реально аллергия или что, блин. Ну, мне повезло, это было в пятницу. Врача я застала. Она меня посмотрела, все расспросила. Тогда только я сказала, что... Ну, я тогда начала говорить всем, что я принимала вот эти антибиотики после удаления зуба. И аллерголог говорит, да, эти лекарства вызывают аллергию. Неудивительно, короче, она уверена была. И положили в больницу. Сразу сделали систему. Мне стало так классно. Потому что были такие багровые прям пятна. Не пятна, вообще все тело. Они точками были сначала, потом увеличились они, соединились все. И отекли ужасно. И меня вообще усиленно лечили. Двойные дозы. Запомните, лекарственная аллергия, будь то уколы или такие, они проявляются с ног, с пальцев ноги. Вот это запомните. Так врач сказал нам. И лекарственную аллергию не лечат уколами. Ставили мне систему и таблетками. Очищение организма и так далее. В общем, еще эти таблетки оказались гормональными. Соответственно, я вышла из больницы круглая. Я вот буквально 2 дня назад вышла. Не знаю, как на видео видно, но в жизни каждое утро, когда я умываюсь, крашусь, это ужасно. То есть я не хочу быть такой. Я не худая сама по себе всю жизнь. Но мне нравилось свое телосложение. То есть, когда я чуть-чуть подтягиваюсь, себя придерживаю в форме, тогда я себе нравлюсь. То есть это у меня не худоба, а стройность.
В последнее время я должна была похудеть. Ну вот так я заболела. Вообще еще больше меня разнесло. В такие моменты, понимаешь, главное здоровье, блин. Ну, главное, чтобы я была здорова. А так остальное будет, я еще похудею. Просто я всегда жаловалась в последнее время, типа, я себя не устраиваю, я не нравлюсь себе. И вот когда я бабахнула, мне сказали еще, что я вовремя пришла, я себя еще чуть-чуть опоздала, то это все на органы бы перешло, на легкие, по-женски. У меня были проблемы. И в такой момент думаешь, блин, хоть бы выздороветь и все. Эти таблетки гормональные я продолжаю пить. Нельзя, кажется, резко остановить. Вот, и надо дозу уменьшать и постепенно закончить. И поэтому я не надеюсь даже на то, что я похудею, даже если я буду много туда-сюда ходить. Буду кушать. Еще у меня гемоглобин низкий. В общем, пока пользуюсь этим. Я буду вас радовать мукбангами. Будем вместе поднимать иммунитет. Ну, этот гемоглобин, точнее. Еще аллергическую диету мне надо соблюдать. Это нельзя курицу, рыбу, красное, сладкое, газированное. Мне врач сказал месяц. Я думаю, где-то 2 недели буду соблюдать. Потому что потихоньку надо привыкать. Как раз и таблетки закончатся. Мои пельмешки как платочки завязанные. Это я сама делала вчера. Заморозила. Сейчас пришла на обед и приготовила. Следующее видео я сниму с ответами, наверное, с развернутыми, потому что вопросов так как такового и нет. Кто-то сказал снять 15 фактов обо мне. Надо будет как-то собрать эти 15 фактов. Просто вы вообще меня пока еще не знаете даже. А так пишите, что вы хотите, что вы любите смотреть, когда кушают. Я буду по ходу снимать то, что я готовлю, то и буду снимать. Вот такая у меня история с аллергией. Я пополнила щеки очень сильно заметно. Щеки, живот. Особенно по утрам. Как будто прям отекла сильно. И вот так, когда я трогаю, прям щечки как резинки. У меня они не были такими. А то мне сказали, типа, курицу и рыбу нельзя. Это же диетические вещи. Диета не для того, чтобы худеть, а аллергическая диета именно. То есть там даже написано, что черного хлеба нельзя, а белого можно. Тоже логика непонятна.
Как-то вот так, в общем-то. Спасибо за просмотр вам, спасибо, что вы со мной. Вы будете моей поддержкой теперь уж точно. Вкусно очень я пообедала. И вовремя пришли. Пока-пока.